В Ухте на базе Дома пионеров открылся ежегодный муниципальный слет юноармейцев. Мероприятие проходит с 2018-го, но в последние 2 года традицию нарушала пандемия. Третий по счету и первый после вынужденного перерыва слет посвятили памяти ухтинца Арсена Павлова, кавалера Ордена Мужества, героя Донецкой Народной Республики, известного по позывному «Моторола». Подробности у Виктории Науменко. Курс начальной военной подготовки, спортивные игры, знакомство с военной техникой и, конечно, общение. Участников ожидает насыщенная 4-дневная программа. Каждый день школьных каникул будет расписан по минутам. Всего здесь собрались 50 ребят от 12 до 16 лет из 14 школ города. Здесь такой смешанный коллектив. Это уже и действующие юноармейцы, и те, которые приходят в юнармию впервые, получают грузнания, и потом в дальнейшем уже после необходимой подготовки, после необходимой какой-то активности, они примут юноармейскую присягу и станут уже полноправными членами юнармии. Но основная задача слета, посвященного памяти героя Донецкой Народной Республики Арсения Павлова – патриотическое воспитание подрастающего поколения. Чтобы донести до ребят важные мысли, в программе слета организованы встречи с теми, кто имеет активную гражданскую позицию, сделал свой выбор и даже лично побывал в зоне специальной военной операции. Почетный гость мероприятия – депутат Госсовета Коми. Этим летом Андрей Климушев поработал на станции скорой медицинской помощи в Мариуполе. Помогал раненым бойцам. В зоне боевых действий я побывал с 3 июля по 19 июля, летом этого года. Сегодня я приехал на открывающуюся смену юноармейцев. В последнее время мы, к сожалению, как-то слегка отвернулись от молодого поколения, забыв о той самой нравственной составляющей, которая называется любовь к родине. И, конечно же, на сегодняшний день это особенно важно, особенно в преддверии Года молодежи, который объявил у нас буквально на днях наш глава. Год молодежи в Республике Коми объявил глава Владимир Викторович Уйба. Сегодня, в первый день слета, ребята могут напрямую задать гостю все интересующие вопросы и услышать истории от очевидца исторических событий. Были такие случаи, когда вам приходилось доставлять, допустим, воинов с другой стороны, то есть не наших российских, а украинских. Были такие случаи. Раненых бойцов доставляют уже не скорая помощь, а доставляют именно военизированная медицинская помощь, то есть тоже свой определенный вид транспорта, свои медицинские работники, которые участвуют в военных действиях. Среди наставников и участников слета руководитель юноармейского движения Ухты и отец бойца, который сейчас находится в Луганске, командует там разведотделением. Он, не задумываясь, получив повестку, пошел в военкомат и убыл на позиции. Вот. Я думаю, весь этот путь, который мы прошли вместе, и у нас еще такая история богатая, у нас прадед мой, дед, они воевали один в Первой мировой войне, второй во Второй. Все это, конечно же, несет историческую такую семейную религию, что ли, реликвию. И тут на этом он всем и вырос как раз. Многим из участников слета самим есть чем поделиться со сверстниками. Некоторые уже несколько лет в рядах юнармии. Говорят, о выборе ничуть не жалеют. Я ушел с плохой компании, начал двигаться здесь и начал учиться, по крайней мере. До 6 класса вообще не учился, пришел в федерацию, начал продвигаться. И все, меня с плохой компании ушел, начал развиваться. А для новичков этот слет – возможность перенять ценный опыт и принять определяющие решения в жизни. Для подростка важно попасть в правильную компанию. И те, кто сегодня здесь, уже могут быть уверены, они сделали верный выбор. Виктория Науменко, Павел Лагутин, телеканал Юрган, Ухта.